პეტერბურგში მაშინ, როდესაც იქ რუსის სამშვიდობოები შეიჭრნენ და ქართველი პოლიციელები დააპატიმრეს. ფიზიკური ანგარიშდორების კადრები თავად რუსმა სამხედროებმა გადაიღეს. პირველი ვინც სოფელში შეჭრილ რუსებს წინააღმდეგობა გაუწია სწორედ ქართველი ძალოვანები იყვნენ. სამშვიდობოები განსაკუთრებული სისასტიკით უსწორდებოდნენ ქართულ სამართალდამცველებს. თქვენ ახლა სწორედ ამ კადრებს უყურებთ. Говори. Майор Стрельцов. Вот он приятно. Ты видишь, форма российская одета, блядь. Что такое? Руки убери. Что, блядь, постоял? Чего, блядь? Нормально говори. Как говоришь-то? Нормально человек. А я с тобой как говорю. Я говорю. Да все. Ну ты убери видео. Чего ты? Поехали. Право нахуй, блядь! Назад нахуй, блядь! Ты не устал руки? Руки второй нахуй! Давай ко мне, бегом, блядь! Сказал! Руки, давай! А ты что, блядь? Машина у нас, машина! Иди на ты, ломаешь руки! Нахуй молчи, блядь! Машину! А ты только сюда, блядь, поворот оружия, нахуй, стреляю! О, опустили, блядь! Подходи сюда! Оружие здесь не главное! Октября в зоне грузино-абхазского конфликта произошел очередной инцидент с российскими миротворцами. Отряд российских миротворцев без обязательного предварительного согласования с грузинской стороной на БТР-УАЗе подъехал к детскому патриотическому лагерю. Они вызвали охрану, нанесли охране оскорбления, сначала словесные, затем физические, спровоцировав их, жестоко избили. Через несколько минут после инцидента к месту события прибыли мобильные отряды МВД Грузии, властей региона. Через некоторое время на место прилетел президент Грузии Михаил Саакашвили. Он лично провел переговоры с командиром отрядов миротворцев, заставив отпустить грузинских полицейских, которые были в ужасном состоянии после избиения россиянами. Пока поговорим с ними, что случилось, потом будем говорить. Губернатор, 2 депутата пошли, они начали на нас стрелять. Это что, миротворцы? На нас начали стрелять они. Индрош, როდესაც ჯერ კიდევ სამშვიდობოების მანდატით ყოფი ჩეჩენი ეროვნების ჯარისკაცები სანგრებში პოზიციებს იკავებდნენ, განმუხურში პრეზიდენტი სააკაშვილი თბილისის მერის შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები ჩავიდნენ. Опусти, блядь, оружие! Оружие, давай! Давай, опусти, блядь! Привезите генерала. Пусть он садится сейчас в своем вертолете, и пусть на своем вертолете приходит сюда. რუსის სამშვიდობოების სარდალს საქართველოს უახლოეს დღეებში დატოვება მოსთხოვა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. Передайте вашему генералу, господину Чабану, что объявляю я его нежелательной персоной в Грузии. В ближайшие дни он пусть покинет территорию Грузии. Я вам сообщаю, что Сухуми это такая же Грузия, как Ганмухури, как Зугдили, как Тбилиси. Немедленно пусть он уезжает. Немедленно вы приведите все в порядок в соответствии с нормами с вашего мандата. Немедленно наведите порядок у себя. მიხეილ სააკაშვილმა მას შემდეგ რაც ის ქართულმა ოფიცერმა срულად გაარკვია სიტუაციაში, რუს სამშვიდობოთა მეთაურს ადგილზე ახლა განმარტება მოსთხოვა. Я вас спрашиваю, что это такое? Немедленно приведите вашего генерала. Что это такое, я вас спрашиваю? Наша позиция следующая. Значит, во-первых, то, что вы совершаете здесь, это абсолютно беззаконно. Это мирный лагерь, это пост полиции, который охраняет все, в том числе от произвола со стороны миротворцев.
Миротворцы вместо того, чтобы защищать местное население, позволяли здесь в Чечне многих лет убивать людей, похищать людей, вымогать у них деньги. Мы поставили молодежный лагерь. Согласно всем законам Грузии. Поставили пост полиции его охранять. Вы сегодня утром напали на пост полиции в нарушении вашего мандата, в нарушении всех международных норм, в нарушении мандата, в том числе миссии наблюдателя ООН, которая тоже бездействовала. И вы избили наших полицейских. ამის შემდეგ უკვე პრეზიდენტი სააკაშვილი პირადად გაესაუბრა სამშვიდობოების მანდატით მყოფ ჩეჩენ მებრძოლებს და მათ მრავალ საუკუნოვანი მეგობრობის ტრადიციაში ახსენა. Я хочу вам, чтобы вы передали, во-первых, привет чеченцам. Я хочу, чтобы вы передали своим друзьям и близким, что у нас с ними никаких проблем нет, все будет хорошо. Что мы чеченцев уважаем, что мы кавказские народы любим, и мы ожидаем, что они тоже нам никаких проблем не будут. Давайте. ინციდენტის ამოწურვის შემდეგ ქართულმა ძალოვნებმა რუსეთის ვერჩაფხუტიანები განმუხურიდან გააძევეს. სიტუაციის განმუხტვა მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც ადგილზე სახელმწიფოს პირველი პირი და ძალოვანი მინისტრები ჩავიდნენ.